Bizim yayınımız devam etті ve bizim stüdyamızda musafirler, saygılı dostlar, yayınımızın başında bir sual bergen edik. Gimnastika bu sport çeşidi mi ya da sanat mı? Ve men bilesem hem de bu. Çünkü birinciden o kadar güzel ki gerçekten de bir sanat ustalığını göstermeye gerektir. Men bilesem bu kızçıklar, bu insanlar aslında tek kızçıklar değil de bir taraftan ise bu ciddi bir sport çeşidi ve tamam bu sport çeşidi boyunca çeşit yarışlar geçirili ve onlardan birisi mana geçenlerde olup geçti ve şu yarışның galipleri bizim stüdyamızda bulunalar. Ve onlarını takdim etmege isteyimiz bizim stüdyamızda Mavile Umerova, Nesil ansamblінің solisti, gimnastikacı, Safiye Umerova, 44 sanlı mektebinin talebesi, gimnastikacı ve onların anası Susana Umerova. Selam aleyküm. Hoş geldiniz stüdyamızga. Nasılsınız, как настроение? Настроение хорошее. Спешили, конечно. Атмосфера праздника чувствуется уже? Чувствуется, снег пошел. Девчонки, как начинается утро ваше? Утро спортсменок, гимнасток? Делаете ли вы зарядку, растяжку по утрам? Да. Мы встаем в 6:30, в 7, умываемся, как обычно, кушаем. Иногда, когда успеваем, идем в школу. После школы, если успеваем, кушаем, обедаем. Потом идем на гимнастику, потом обратно домой. До гимнастики все как у обычных Да. людей. Да. Но все-таки из всего этого списка к словосочетанию «если успеваем» относится только «кушаем», да? То есть других вариантов нет. Все остальное нужно обязательно сделать, но покушать только если успеваем. Да. Нет, просто график у нас очень напряженный. Нужно все быстро. Мы в тонусе всегда. Мы не можем расслабиться. У нас все по графику. Да, сложно, конечно, совмещать и учебу, и тренировки. Но, тем не менее, такой график дает свои результаты, и мы знаем, что вот совсем недавно в Феодосии прошли соревнования «Белый ангел», откуда девочки вернулись с победой. Сусанна Ханым, расскажите подробнее. Соревнования проходили в Феодосии, республиканские соревнования. Даже с Ейска приехали, сейчас же из-за пандемии сложно. Участвовало около 200 девочек. Мавиле у нас получила главный приз большого мишку, да, как за лучшее выступление. Естественно, Очень первое здорово. место, да. София тоже у нас постаралась. Среди 27 участниц она заняла второе. Ничего себе. Машаллах. Разделили первое и второе место. Да. Девчонки, расскажите, Мавиле, какой номер ты представила на соревнованиях? Я выступала обруч и мячик. Обруч я выступала с новой. Его поставили летом, в конце лета. Это хорошо? Ну, как, ну я его очень упорно тренировалась, отрабатывала, чтобы выступить хорошо. Получила первое место. Софьешка, какой номер у тебя был? Обруч и БП без предмета. Да. Вообще, это что-то такие профессиональные термины какие-то. Ну, у них вообще без предмета это значит вольное упражнение. Дальше обязательно обруч, мяч, булавы, лента и скакалка. Ну, это уже по выбору тренера. Они же выступают в разных возрастных категориях. Мавиле выступала среди участниц 2007 года рождения, София среди участниц 2013. Девчонки, а как давно вы занимаетесь гимнастикой? Я с 4 лет, уже Ого. 9 лет занимаюсь. Ничего Софика себе. тоже с 4. Софика, ты тоже с 4. А как так получилось, что вы пошли на гимнастику? Это было ваше решение или же все-таки Анашка посоветовала? Она Я думаю, что в детстве ребенок еще не знает, что он хочет. Это, наверное, амбиции мамы. Мама хотела быть гимнасткой, но не получилось. То есть Но те дочек самые точно, невоплощенные мечты родителей, да, Да, да. которые отражаются на детях. Но все-таки, мне кажется, да, как вы говорите, ребенок еще не понимает, чего он хочет, но тем не менее, если действительно ребенок не хочет, если у него не получается, как бы его ни заставляли родители, а сколько бы тренировок у него не было, если он не хочет, то ничего не получится. Ну, вы знаете, у нашего тренера даже кто не хочет, потом в итоге все равно все ходят, уже потом не могут жить без гимнастики. Вот Мавиле даже вчера нам дали выходной,
Говорит, мам, ну давай пойдем уже на гимнастику. Я уже не могу. Все, я уже устала дома сидеть. Это уже, знаете, вот все. Они в это втянулись, и без этого уже никак. А тренировки проходят вот в специальном зале. Можно дома оборудовать Нет. дом так, чтобы тренироваться дома? Нельзя, да? Ну, это если будут высокие потолки. Ну вот во время карантина тренер же нам тоже не давала отдыхать. Она через программу Zoom организовывала онлайн-тренировки. И мы вот по 4 часа слушали, как дома у нас отбивают ковры скакалкой. Ну, то есть дома все-таки, наверное, какие-то такие элементарные занятия, да? на растяжку. Растяжка, да. Все-таки более профессионально нужно заниматься именно в зале. Но, тем не менее, во время карантина не было времени отдохнуть, получается? Не было, не было. Девчонки, а вот вы съездили на соревнования, да, одержали победу. Расскажите, страшно было? Мне не было страшно. Мне немножко. София Я немного выступала волновалась. для себя, не для кого-то, но для себя, чтобы мне понравилось свое выступление. То есть секрет успеха в этом? Да. София, ты немножко переживала, но потом все-таки все прошло хорошо. Что тебе помогло побороть страх? Вот вышла ты, да, мне кажется, собралась, настроилась на хороший результат, и все получилось? Она просто увидела, что у сестры получилось, и у нее тоже получится. Ну, вы знаете, это от ребенка еще зависит. Главное себя хорошо настроить. У Мавили очень, она хорошо скоординирована. Вот она выходит, выступает, бывает, конечно, потери, но она может сразу собраться, опять с улыбочкой и продолжать дальше. У многих девочек этого нет. Вы знаете, бывает, начинают теряться, тут же на ковре плакать. Ну, естественно, и жюри ставит уже ниже оценки. Конечно. А она вот, это у нее очень хорошее качество, она может сразу собрать. То есть даже если что-то пошло не так, Да. нужно собраться, симпровизировать и сделать вид, что ничего не было. Да. Да. Так много медалей, и это еще часть медалей, это не все медали. Просто. Да, у нас еще дома Это и Мавили, и София, это у вас... общее. А дома как вы храните медали? Отдельно друг от друга Там или у вас все нет, в общем вообще пакете? в медальнице. У нас видите, специальные как? медальницы. Ага. То есть, мне кажется, уже не имеет значения. Да, раз пришли, еще одну повесили, и все. Да, да, да. А в преддверии Нового года, как правило, подводятся итоги, да, прошедшего года. Все мы знаем, да, неоднократно об этом говорим, что этот год выдался немножко сложнее, чем остальные, но тем не менее, вот как вы сказали, отдыхать времени не было. Но все-таки вот каким этот год получился для вас? Каким он стал? Ну, год сложный. Ну, вы знаете, я даже, честно говоря, не поняла, что произошло, потому что мы в таком же графике, в принципе, и работали. Да, как бы отдыхать некогда, но я надеюсь, что в 2021 году все наладится. Очень сложно, вы знаете, проходили соревнования, а родители-то не пускали. Ты не видишь выступления ребенка, ты потом смотришь, уже кто-то снял на телефон. Очень строго все. Это атмосфера, ее не передать. Вот интересно посмотреть не только на своего ребенка, но и на других участников. Конечно. Да, сравнить, твой лучше или нет. Тут очень часто родители, а когда будет выступать Мавиля? Так интересно посмотреть на ее выступление. Вот даже младшие приходят к вечеру посмотреть. Она выступает обычно ночью. Когда уже все ложатся спать, Мавиля идет только на разминочную площадку. Потому что она уже считается, она же у нас КМС, выступает по программе КМС. Надеемся, вот в следующем году уже получим. Уже можно получить Да, мастера спорта, да? Девчонки, а вы сами смотрите выступления других людей? Гимнасток других? Да. Ну, я не успеваю, потому что времени на разминку всего лишь час. Надо отработать вид и еще разомнуться. То есть времени отдыхать и наблюдать за другими нет. Не, раньше не смотрели, это сейчас их в залы пускают строго по времени, поэтому... И ограниченное количество Ограничено. людей, конечно. Вот это же. тоже сейчас проблема. Да. Девчоночки, мы вот в начале эфира задались таким вопросом, и не только мы, а многие задают этот вопрос, да, все-таки гимнастику больше относят к виду спорта или же все-таки к искусству? Вот для вас, что это больше? Это какой-то вид спорта или искусство, ваше хобби, то, чем вы живете? Мне кажется, что это вид спорта. Вид спорта. Вид спорта. Все-таки нужно идти вперед, никогда не останавливаться на достигнутом и идти к новым вершинам. Да, но я немножко по-другому считаю. Как вы считаете? Мне кажется, это искусство. Вот мы же ходим и на танцы тоже.
И гимнастика, и танцы, они очень взаимосвязаны. Мгм. Вот если бы Мавиле не ходила на танцы, она бы не была такой артистичной. Потому что она выходит на сцену, там атмосфера совершенно другая, они работают в коллективе, движения уже совсем другие. Вот очень сложно гимнасткам танцевать. Они же всегда они натянуты. И сложно было Эрнесу Мустафаевичу вначале с Мавиле, потому что руки у нее всегда были. Да. И мы наконец-то это перебороли. И вот эта плавность теперь чувствуется на гимнастике, поэтому это ее выделяет среди остальных участниц. Она очень артистичная. И это тоже своего рода искусство. Не каждому дано вот выйти и ярко выступить. Потому что Да. это же тоже оценивается. Конечно. За артистизм дают тоже высокие баллы. Мгм. Мавиле еще ходит в ансамбль «Несель». Да. Да, она там солистка ансамбля. А что тебе больше нравится, гимнастика или танцы? А мне нравится то и то. А все-таки больше Не могу. не получилось, Нельзя. да? И те, Не и те смотрят получилось, да, телевизор и те, и те сейчас. смотрят, да, сейчас наш эфир. Сусанна Ханум, вот расскажите о вашей поддержке. Мы вот в процессе беседы поняли, да, что вы всегда находитесь рядышком с девочками, сопровождаете их на всех соревнованиях, на тренировках. Насколько важна родительская поддержка и насколько важно правильно направить ребенка для достижения успеха? Ну, родительская поддержка – это, наверное, самое главное, потому что привела на гимнастику мама. Вот я с самого начала сказала: Мавиле, были у нас и слезы, не хотели мы на тренировке. Мавиле надо, и все. Она не понимала, что… Я по себе сужу, я тоже занималась и плаванием, и легкой атлетикой. Но когда я говорила: мам, можно я не пойду? Она говорит: не иди, балам, оставайся. Все, ребенок расслабляется, и можно не ходить. Я в этом плане строгая. Никаких пропусков, идем, все, через слезы. Сейчас они сами уже бегут, уже говорить этого не надо. Естественно, моральная поддержка, материальная поддержка. Мама, родители – это одно из составляющих. Да, потому что очень часто бывают случаи, когда ребенок, допустим, хочет заниматься чем-то, да, там, искусством, видом спорта каким-либо, но родители либо против, даже если они не против, как-то занимается и занимается, то есть не придают этому особого значения. И да, мы видим, что ребенку в этот период очень сложно, то есть он нуждается в поддержке родителей. Сложно, нужно поддержать. Нельзя не интересоваться ребенком, обязательно нужно. Что сегодня было, как прошел день. А если сегодня не получилось что-то, получится завтра. Ну, конечно, ребенка всегда надо поддерживать. А иногда меня поддерживает Мавиле. Но я вот сама очень волнуюсь, она у нас: мам, ну все будет хорошо, ну что ты волнуешься? Иногда она меня успокаивает. Ну, это По-разному главное, бывает. да, взаимная поддержка. Да. Девчонки, а вы уже решили, кем хотите стать, когда вырастете? Я, может быть, хореографом и одновременно тренером. Я еще не решила. Ага, София. Ну, вариант Я уже есть. хочу стать зубным. Зубным врачом. Зубным врачом. Ничего себе. Очень важная и нужная профессия. Но главное, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы вы не останавливались на достигнутом, чтобы количество вот этих вот медалей, этих кубков, оно с каждым разом все увеличивалось и увеличилось и увеличивалось. Мы вам желаем успехов, удачи. Чохсагулна, что посетили нас сегодня в преддверии предстоящих праздников. Что пожелаете телезрителям? Ой, хочу пожелать самое главное – здоровья. Сегодня оно очень актуальный вопрос. Также, чтобы деток у нас было талантливых побольше, достатка всем, в семье. Ну, и чтобы наконец-то закончилась эта пандемия, и мы заново зажили в обычном ритме. О, мы тоже этого Чохсагулна. ждем. Чохсагулна. Девчоночки, привет будем передавать тренеру, преподавателям, учителям, всем-всем. Передаем привет. Да, нашему тренеру Малютенко Елене Михайловне, да, это наш наставник. Партехов Эрнес Мустафаевич – это руководитель ансамбля «Несиль». Тоже передаем привет. И учителям в школе, наверное, да? Да, Софиешка. Сонназив. Сусанна Зивовна, учитель в школе у меня.
Мы ей передаем Передаем привет. И, конечно привет. же, всем родственникам, которые смотрят сейчас прямой эфир. Чақсағылыңыз келгеніңіз үшін да бір кере муафақиятлер тілейміз, да бір кере ғалибені зіле хайрлаймыз, ве дайма біздің студиямызда енді яңы мүкафатлар ве яңы ғалибелер іле беклейміз. Сау болу. Мына білетіп сұбетіміз соңына келді сайқлы достылар, невбетте келев қайында азыр, оны берабер сейретеміз.